Дорогие телезрители, мы рады вас приветствовать сегодня на телеканале Якутия-24 на проекте «Танцуй». поздравляю всех с прошедшим Международным женским днем. И сегодня с вами очаровательная Ольга Климова И самый зажигательный Максим Оля, это Эверстов. Спасибо огромное Максиму. Сегодня, дорогие телезрители, вы увидите лучшие танцевальные номера на нашем проекте. Ведь сегодня у нас финал, и мы узнаем, кто же станет победителем по оценкам наших членов жюри. А также вторую пару выберут наши дорогие телезрители путем голосования. И в отличие от прошлых эфиров, сегодня вы не будете знать результаты голосования жюри, а узнаете только в самом финале. Нас ждет интрига, и сегодня мы узнаем, кто победитель. На голосование будет выделено отдельное время. Во время танца голосовать будет невозможно. Поэтому, дорогие наши телезрители, вы можете спокойно насладиться лучшими танцевальными номерами от наших участников. Но каким образом будет проходить у нас голосование? Все точно так же. Путем нашего СМС-голосования вы в сообщении указываете «Танцуй», пробел, далее номер вашей любимой пары на короткий номер 5533. Сегодня мы поприветствуем, давайте, наших финалистов. Встречаем, дорогие друзья, пару под номером 1 Рональд Амока и Розалия Волкова. Пара под номером 2 Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Пара под номером 3 Айталина Яковлева и Альберт Никитин. Встречаем. И четвертая пара Дмитрий Шаталов и Люана. Ну что ж, дорогие наши телезрители, дорогие наши друзья, ну а сейчас мы бы хотели представить вам наших уважаемых членов жюри. Встречаем Аина Герасимова, отличник культуры Республики Саха-Якутия, председатель жюри. А также Семен Чунянов, продюсер, композитор, руководитель студии Arctic Voice. Встречаем Дмитрий Егорович Артемьев, народный артист Республики Саха-Якутия, заслуженный артист Российской Федерации Республики Саха-Якутия, артист Национального театра танца Якутии. Аплодисменты. Дорогие телезрители, вспомним, что на нашем проекте пары уходят, голосование происходит. И давайте вспомним пару Вячеслава Ефимова и Вероники Тамтосовой, которые покинули наш проект. И сейчас мы увидим их лучший номер «Вальс». Внимание!
вот замечательный танцевальный номер от Вероники Тамтосовой и Вячеслава Ефимова. Ну, а вторыми покинули наш проект следующая пара Алексей Баев и Анжелика Данилова. Сегодня ребята в нашей студии, и они готовы станцевать для вас свой танцевальный номер под названием «Внутри». Встречаем бурными аплодисментами! Бурные аплодисменты Алексей Баев, Анжелика Данилова. Вот такой вот замечательный танец. Мы благодарим вас за ваше выступление. Дайте еще раз аплодисменты. Это было просто здорово. Ну, а сейчас, дорогие наши, мы снова отправляемся к Максиму. Давайте проводим. Анжелика, Алексей. Анжелика, спасибо. Можете встать вот так. Сегодня вы вообще большие молодцы. Я увидел новый танец. Вы его хотели поставить тот раз, я так понимаю, да? Хорошо. Сегодня мы увидели, насколько мощную пару потеряла жюри, когда вас выгнала, насколько, значит, они совершили ошибку. Вы правильно это сделали, вы показали им, кого они потеряли, как сложно вас будет забыть. Вопрос у меня к вам сегодня. Сегодня мы в такой чил-зоне втроем, значит, без группы поддержки, без волнения. Классные маски. Я сразу понял, что будет какой-то интерактив, и это случилось. Вопрос к Алексею. Есть ли у тебя в школе больше узнаваемость? Может быть, дети подходят, говорят, пожалуйста, Алексей, по отчеству? Эдуардович, станцуйте для нас или научите нас танцевать? Такой вопрос. И еще такой со звездочкой вопрос, хитринкой. Есть ли кто-то среди участников твои фавориты, за кого ты болеешь, оставшихся? Потом к Анжелике перейдем. Ну, дети, да, бывает, что подходят, они прямо говорят, поставьте нам вот этот последний ваш танец, там на мероприятии. Научите. Вот да, да. А из фаворитов, ну, честно говоря, вот прямо вот радует за него душа прямо. У него есть вот этот рост, на самом деле, в развитии танца. Это Рональд. Рональд. Да. Я сразу, когда еще вылетел, сказал ему, Рональд, держись, давай выше и выше. Передал ему часть своего таланта и ушел. Да, поэтому Рональд, конечно, Рональд. Отлично, отлично. Я думаю, он чувствует сегодня твою поддержку. Анжелика, вопрос к тебе такой. После того, как ты попала на проект «Танцуй» и вот ушла на такой громкой ноте, больше ли появилось учеников? Может быть, к тебе стали чаще записываться?
Да, ну, учеников прибавилось, записываются, узнают. Узнают. Какой-то из танцев, который ты танцевала, может быть, просят поставить? Именно говорят, вот этот танец мне зашел. Ну, в основном все танцы просят. Все, мы хотим тоже так же танцевать. И Ну, сегодняшний попросит. сегодняшний тоже попросит обязательно. И тот же вопрос, что и к Алексею. Вы когда ушли, за кого ты продолжаешь болеть? Или все твои любимчики? Ну, я вначале говорила, да, что у меня сразу два фаворита. Два было. фаворита. Да, Так. Айталина и Рональд. Вот. Ага. И не изменяю. То есть вот как-то вот так. Отлично. У нас Алексей и Анжелика участвовали в проекте «Танцуй». И я думаю, что все сегодня рады вас видеть еще раз в новом амплуа, в новом таком образе. Лично я посмотрел и понял, что вот это вы хотели показать, да? Это вы хотели показать. Как плечо, Алексей? Ну, плечо, конечно, не полностью восстановилось. Даже вот сегодня на репетиции, буквально когда упал, опять вот эта боль почувствовал, как будто иголками. Вот. Напомню, что у нас остросюжетный проект «Танцуй», и бывают и такие вот травмы, да. Хорошо, мы рады видеть эту пару, аплодисменты им. Большие они молодцы. Я думаю, не раз мы еще увидимся, а я передаю слово Оле. Дорогие наши телезрители, мы продолжаем. И сейчас мы приглашаем сюда пару под номером 1. Рональд Амока и Розалия Волкова с сюжетным танцем «Утрата близкого». Танец, который затронул сердца не только всех наших телезрителей, но и зрителей в зале и членов жюри. А перед этим, дорогие наши, давайте мы посмотрим, с каким же настроем сюда пришли Рональд и Розалия. Финал, конечно, то, что вышли, это радостная новость, но мы немножко устали. Ну, конечно, это морально затратно все равно, и различные травмы иногда бывают, да, вот я спину потянула недавно. Но я думаю, все с этим столкнулись. Все равно, конечно, это тяжело, но то, что мы вышли в финал, это радостная новость, и, конечно, мы готовимся усердно, мы надеемся на победу. У меня все нормально было, потому что я... Как всегда, все? Да, как всегда, да, как всегда. Не, я не устал, да, потому что я равен этот проект, да, мне интересно. И сейчас мы готовимся для финала, да. You better dancing now. Потому что она помогала мне, она очень лучше, да, очень. Роза. Спасибо, Роза. Да. Спасибо, Роза. Роза строгая или добрая? Добрая, очень добрая. Очень, да, очень Не добрая. ругает иногда? Да. Нет? Нет. Не ругается? Не. Точно? No. Этот танец набрал больше всего баллов от жюри, и, ну, судя по отзывам, я от этого отталкивалась больше всего, но он тронул людей, оказывается, некоторые восприняли близко к сердцу, для некоторых это знакомо, оказывается. Ну, тема очень такая серьезная и жизненная, то есть это не бессюжетный танец, конечно, сюжетные танцы, они больше трогают. Ну, не могу сказать, что я выезжаю на чувствах, да, людей, нет, просто мне нравится и техническое исполнение этого танца, и лексика этого танца, и сюжет, то есть он очень грамотно выстроен, при этом он мне не дается сильно так тяжело, как и Рональду. И он мне, в принципе, тоже знаком, на самом деле, по сюжету, поэтому я выбрала его, он мне ближе скорее. На самом деле я обрадовалась за другие пары. Я обрадовалась, что никто не вышел, никто не расстроился, все были счастливы. Но все-таки какая-то моя часть была немножко, что ли, в обиде, что ли, в какой-то нечестности. Я думала, что какая-то пара выйдет. Я думала, что это будем не мы. Вот, потому что на уменьшение же идет. И я думала, что, ну, все, пройдут 3 пары, и борьба будет уже такая, ну, с накалом.
И чем меньше людей, чем больше воздуха, как говорится, но решили всех оставить. И, в принципе, это новость хорошая, то есть за другие пары я обрадовалась, но, наверное, за себя, что ли, не обрадовалась, что придется конкурировать с еще плюс одной парой. А я, когда пришла на проект, я думала, на самом деле, что я вылечу в первых же этапах, но так получилось, что я вышла в финал, и сейчас у меня, конечно, настрой уже поменялся, ну, разница есть большая. Настрой уже серьезный, и, конечно, я настроена победить. Я знал, мы будем там в финал, потому что Роза очень good. Очень хорошо. Да. Merekide tos, i-o, i-o, i-o. Merekide zus, i-o, i-o, i-o. Merekide swans, i-o, i-o, i-o. I-o, i-o. Merekide dro, i-o, i-o, i-o. Tredagame swings, i-o, i-o, i-o. Talagamo swings, i-o, i-o, i-o. I-o, i-o. Gineu bergerat, gineu bergerat, gineu bergerat. Oh, 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 oh. Gineu bergerat, gineu bergerat, gineu bergerat. Еще раз аплодисменты нашей замечательной паре. Вот такой вот танец, который затрагивает душу. Ну а сейчас мы бы хотели послушать комментарии наших членов жюри. Начнем с вас, Дмитрий. Добрый вечер. Поздравляю всех наших дам, бабушек, мам, тет. 8 марта, сегодня хотя 9 марта. И желаю самое главное здоровья, мира и добра. Тут хлопает иногда. Также поздравляю с финалом. Это 3-й сезон, да? Не только вот которых сегодня только 4 пары, те, которые участвовали. Родителей, коллег, костюмеров, постановщиков, всех. Это, я думаю, что все вы победители. Вышли на большой экран. Даже для профессионала прямой эфир это очень сложно. За неделю готовить танец, костюмы, показать эмоции, пластику.
Это очень сложно на самом деле. Танцоры – это большие труженики. Я 40 с лишним лет танцую и всегда говорю, танцоры – это пот, энергия, труд. По поводу танца «Утрата близкого» Розалия Рональд, я вам говорю, браво, сюжетный танец, эмоциональный танец. Передать вот горечь, да, историю, это очень сложно. Можно вот динамику создать можно, да, бравую музыку, шикарные костюмы делать, да, а историю рассказать, это очень сложно. Вы все передали очень эмоционально, есть хорошие профессиональные поддержки, история есть, это очень важно, есть интересные лексики, комбинации, композиционно поставлено, есть дуэт, даже в костюме, ну, очень просто, как бы так, black and white, ну, черное-белое, да, ага, и это как бы не мешает, а помогает создать образ, историю. Вам большое спасибо за труд, за красоту, за историю. Браво! Спасибо огромное Дмитрию за комментарии. А сейчас мы бы хотели послушать, что же нам скажет Семен. Добрый вечер всем телезрителям. Розалия и Рональд – это, мне кажется, очень гармоничная пара. И я вижу, что это очень талантливые ребята. Я как обыватель, я не хореограф, но мне показалось, что очень хорошо скомбинировали вот идею вот эту саму, да. И еще вижу, что Рональд очень хорошо постарался, да. Я вот предыдущие некоторые не видел, но смотрел один эфир. Ну, сейчас намного лучше стал. Да, поэтому молодец. Ага. А Розалия, она, видно, что очень хороший хореограф. И она очень талантливая девочка. И я считаю, что это сейчас хороший тандем и очень хороший номер. Спасибо вам. Благодарим Семена за такие замечательные слова и комментарии. Ну а сейчас мы бы хотели послушать нашу Аину. Всем добрый вечер. Всех поздравляю с нашим долгожданным финалом. Роза и Рональд. Прекрасный танец, который на прошлом эфире затронул меня до глубины моей души. Я очень рада видеть, как растет Рональд. Он с каждым эфиром становился все лучше и лучше. Все профессиональнее и профессиональнее. Розалия большая умница, профессионал с большой буквы. Очень классный хореограф, постановщик. Отрабатывает все номера на 100%. Из Рональда она в этом сезоне слепила, я считаю, прям профессионального хореографа. Рональд, классно, что ты именно в этом номере отыгрываешь как актер. Я бы сказала, это такой мини-фильм со светом, с этими розами, с видеорядом угасающих роз. Это просто вот трогает думаю, у любого зрителя, у любого телезрителя за струны души. Спасибо вам за такую постановку. Но я бы, наверное, назвала, знаете, как постановку? Ну, уже на финале, наверное, надежда. Потому что вот концовка, финал, он оставляет в сердцах людей, я думаю, у многих, именно надежду. Спасибо большое за постановку. Благодарим наших членов жюри за комментарии. Ну а сейчас хотим проводить вас к нашему Максиму. Прошу. Рональд, Розалия. Отличный, ребята, номер. Роза с 8 марта. Сразу, ребята, от проекта «Танцуй», от телеканала «Якутия-24» мы вручаем вам такие вот дипломы с сертификатом от КИРГ на украшение. Вот, у вас, я вижу, пришла отличная группа поддержки большая. Пока вы отдышиваетесь, я потом к вам вернусь. У нас сегодня много членов семьи Розалии, да, это ее мама и брат, ее подруга и коллега, а также от Рональда все, кто помогал ему сниматься в кино и продвигал его в кино. Мы обо всем поговорим. Вопрос сначала к Алене, подруге и коллеге Розы. Скажи, ты согласна с выбором танца, что на финал они выбрали из всего многообразия своих танцев именно этот танец?
Да, я абсолютно согласна с их выбором, потому что этот танец вообще, как никакой другой, действительно трогает до глубины души. Тем более Роза и Рональд, они сами смогли передать вот весь драматизм истории, рассказать эту историю. Мне очень нравится посыл этого танца зрителю, именно то, что несмотря на все потери, которые мы все когда-либо переживаем, есть вот эта надежда, да, как сказала Аина, то, что надежда есть всегда. Мне это очень нравится. Это замечательно. Хочется узнать мнение Волкова, Феди. Федя, ты сам переживал за сестру? Может быть, пока смотрел проект «Танцуй», ты вдруг захотел танцевать? Мне интересно узнать. Ну, сначала я хотел бы поздравить всех женщин с прошедшим 8 марта. Какой джентльмен, красавчик. Гроза девушек. Ну, а так, ну да, хотелось бы танцевать, да. На таком же профессиональном уровне, как сестра. Да, я бы хотел бы так научиться, да, ну, тренироваться и, ну... Но сейчас ты еще не танцуешь пока. Ну, пока что нет, ну, такие вот некоторые движения там могу сделать, и я думаю, через месяц можно это к вам начать. Да. Я думаю, с поиском хореографа проблем не будет. Возможно, мы увидим его на 10-м проекте, на 10-м сезоне проекта «Танцуй». Возможно, да. Хочется узнать мнение также мамы, насколько вы переживали, я вас уже видел у нас, насколько вы думаете, что вот Роза смогла как хореограф передать Рональду заряд танцевальный? Ну, я поздравляю ребят, вы молодцы. Каждое воскресенье у меня стресс. Я очень сильно переживаю. И хочу сказать тебе, доченька, что ты являешься для меня олицетворением смелости и яркости, решительности идти и бороться до конца. Умница. Ну а Рональд у нас на глазах растет. И если сравнить с первым танцем, да, ну честно, и вот с сегодняшним, то это просто супер и классно. И спасибо большое организаторам проекта, то, что мы имеем возможность воочию наблюдать за нашей любимой парой. И, конечно же, мы надеемся на победу! Отлично. Ну и хотелось бы, вот Роза у нас получила цветы, а Рональд, я тебе хочу вручить вот такую вот якутяночку нашу. Это вот, не знаю, через 2 года ты закончишь учебу, возможно, уедешь отсюда, и чтобы напоминание о нашей Северной Якутии тебе. Хорошо. Я думаю, что Рональда действительно сейчас больше стали узнавать, да, еще теперь он ощутил больше влияние культуры Якутии, потому что многие танцевали такие танцы. Вот хотелось бы узнать мнение Лукачевского Михаила, который снял Рональда в кино, если я не ошибаюсь. Стал ли он более медийным, на ваш взгляд, или вы его увидели уже в какой-то роли благодаря проекту «Танцуй»? Пришел поддержать своего френда, своего актера. Да. Еще в 22 году он еще был студентом, первокурсником Северо-Восточного федерального университета, который прибыл из Африки, на северную, вот, далекую Якутию, не знал вообще ничего, ни одного языка русского. Да? И мы почему-то его выбрали, человека, который вообще не имеет никакого актерского и спортивного опыта. Но мы сделали из него вольника, да, он и сыграл, сделал в фильме целую кульминацию, самый важный момент, да, он был... Можете название фильма? Да, фильм «Триумф», который вышел в прошлом году, в октябре месяце, в больших экранах. И вот «Триумф» сделал самый кульминационный фильм, он был противником Павла Пенигина, известным самым таким крутым вольником Ллойда Кизера играл. Ага, и он блестяще сделал свою роль, и как-то я уже верил, вначале уже он все равно превратится. Потенциал был большой. Да, в танцора, потому что, да, я вот не пропускаю ни один эфир, потому что вот прямо на глазах согласен со всеми, что он преобразуется, он развивается, и вот как и с вольником, теперь он стал вот танцором. Я горжусь своим. Может быть, мы его увидим в каком-нибудь танцевальном фильме. Может быть. Хорошо, хочется узнать мнение Новгородовой Татьяны, агента Рональда. Может быть, после этого проекта вы уже видите, как продвигать Рональда, и какие-то мысли, идеи появились? Да, конечно, у меня есть идеи, как продвигать Рональда, да, так как я, ну, не только по Якутии продвигаю, да, но и в Москве, Санкт-Петербурге, да. И поэтому, конечно, я буду всеми силами предлагать актера кастинг-директорам не только из Якутии, но и из Москвы. По поводу танца я хочу сказать, да, что Рональд, как, ну, вот многие заметили, да, он вырос на глазах.
Если вначале, да, ну, без обид, конечно, как-то, ну, слабенько было, да, ну, а потом уже Рональд уже втянулся, уже, да, благодаря Розалии Дмитриевне, да, Розалия Дмитриевна ему помогла. Вот, несмотря на то, что знание русского языка, да, тогда оставляла желать лучшего, да, сейчас уже более-менее благодаря Розалии и вот подружка помогает, да, переводить, вот. И в целом я по поводу танца хочу сказать, что несмотря на то, что есть преграды, да, ну, небольшие бывают с русским языком, да, с танцем справился Рональд, вот. И мы увидели, да, сюжетную линию, да, вот потеря близкого человека, да, и как он переживал смерть жены, да, мы это увидели, и актерски все обыграл, каждую деталь, да, каждую, ну, все это он актерски обыграл очень хорошо. То есть он может попробовать себя в разных жанрах, да, не только там в жанре там драма, да, в жанре комедия, в разных. Рональд с этим справится. И как драматический актер, и как комедийный актер. Все, спасибо за теплые слова, действительно. Переходим к Рональду, к Розалии. Рональд, у меня сразу вопрос к тебе. После проекта «Танцуй», как ты думаешь, может быть, ты же у нас медик, да? Может быть, студенты будут подходить к тебе за советом, научи, как танцевать, как ты такой смелый, прошел на проект «Танцуй». Как ты думаешь, что тебе дал наш проект «Танцуй»? Я думаю, что надо сказать? Чему ты научился на проекте «Танцуй»? Да, в этот проект, как раньше я сказал, я приехал в этот проект, потому что я хочу знать больше культуры здесь. Сейчас я видел, я много учил здесь, как сказать, чему-то новому. Да, научился чему-то новому. Спасибо, Рональд. Роза, конечно, закономерно к тебе вопрос. Как ты думаешь, сегодня этот танец, который вы выбрали, и его, можно сказать, показали лучшую его сегодня форму, потренировавшись, этот танец заслуживает победы? Сегодня он прорвется в самый верх? Я думаю, это танец, да, но я хочу сказать, что вообще все этапы заслуживают на самом деле ну, какого-то отклика, все равно похвалы. Я действительно очень старалась. Действительно сложно было работать, да, языковой барьер. Ну, я много раз говорю про языковой барьер, и сегодня тоже скажу, что языковой барьер, конечно, мешает мне сильно, да. Я думаю, да, с этим танцем мы справились хорошо. Может, не технически, но эмоционально точно мы оба были в этой истории точно. Отлично. Я думаю, что аплодисменты заслуживает эта пара, потому что Рональд действительно растет. Розалия показала педагогическое мастерство. Я напоминаю, что когда будет голосование, вы можете отдать голос за эту пару. И передаю слово Оле. Ну а мы напоминаем, что нашим партнером является Капитал медицинское страхование. Ведь здоровье – это бесценный ресурс. Это основа полноценной и счастливой жизни. Полис ОМС – это бесплатная медицинская помощь по всей Российской Федерации. Спокойствие за будущее, доступность. Оформить наш полис ОМС просто и бесплатно. Достигайте цели, реализуйте все свои самые заметные мечты. Наслаждайтесь каждым моментом вместе с полисом ОМС, который находится по адресу город Якутск, улица Курашова, 22. Дорогие наши телезрители, ну а мы продолжаем наш проект «Танцуй. Финал». И к нам сюда спешит следующая пара под номером 2. Это у нас Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев с северным танцем «Долганочка моя». Но вначале, внимание, на экран. Проект этот принес очень много эмоций положительных. То есть побывать даже в студии, в той же, да, там телеканала Якутия-24, это уже, эмоция какая-то, да. Познакомиться с новыми людьми, хореографами, танцорами, которые тоже, как, допустим, я не профессионально, да, танцую, мы очень хорошо все общаемся. Сам этот конкурс, то есть подготовка к каждому танцу, да, это тоже какие-то дополнительные эмоции. Получается, что
мы вот старались как бы художественно, да, все это делать, с сюжетом. Было за неделю, да? Да, за неделю, да, сложности, да, вот то, что это вот, это надо за неделю. Также мы, получается, то есть вот физически ты устаешь от того, что, ну, все равно у нас работа, а потом тренировка, еще у всех семьи. Афанасий Петрович вообще в воскресенье еще работает, до съемок бежит. И пошли. И позу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мага, вторая восьмерка. Не стойте сначала. Держите. Грустить Да, будем скучать, конечно. Я думаю, что вот следующее воскресенье после 9-го мы также встанем, будем собираться. Да-да-да, по привычке собираться. Для меня это вот воскресенье это был всегда выходной день, то есть я, ну, для себя его, да, Афанасий Петрович работал. И, ну, я думаю, что какое-то время будет не хватать и не будет... Да, надо, придется что-то делать, еще что-то придумывать. Каждый день приходим на репетицию, да, и вот этого нам не будет хватать. Долганочка, ну, как бы, я думаю, что это очень актуально. Почему? Потому что малочисленных народов танцев у нас совсем мало. Поэтому я вот остановилась именно на этом, да. И песня «Долганочка» посвящена охотница, да, вот Долганочка. Песня про это, где она рыбачит, да, где она там помогает стадам, да, и так далее, и так далее. Тот эфир было неожиданно. Было. Мы уже все равно, мы же считаем там очки-то, за кулисами знаем. Думали, вот 3 пары пойдут, да, и, ну, как бы кто уже там зрители решают, тот и уйдет. Ну, правда, спасибо огромное жюри, что они нам всем позволили остаться, да. Как неожиданность это все было. Конкуренты все сильные, все ребята сильные. А Рональд, Дмитрий, они так раскрылись, что... Вообще изменились, вообще. Если честно, они вот тоже сейчас конкуренты. Поначалу, да, видно было, что они, ну, чуть-чуть так ну, сейчас... Раскрылись сильно. Да, ребята очень молодцы. Поэтому выделить сейчас кого-то сильнейшего, ну, все сильные. Все сильные. Всем победы желаю.
замечательная пара Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Долганский танец «Долганочка моя». Ну а сейчас давайте мы послушаем комментарии наших членов жюри. Начнем с вас. Семен, прошу. Афанасий и Ирина, вы очень веселые, задорные люди, которые нам дарят радость всем. Давайте похлопаем им, потому что, знаете, это самые у вас возрастные участники, да, здесь, в этом проекте. И вы пример для молодежи. Вы даете такое очень хорошее настроение всем. И вот этот танец с костюмом, вот этими узорами прекрасными, ну, мне кажется, многих вдохновляет на то, чтобы заниматься танцами. Да, заниматься танцами. Спасибо. Замечательно, благодарим вас за комментарии. А теперь давайте мы послушаем Дмитрия. Афанасий и Ирина, вы большие молодцы. Вообще в народных танцах душа народа. По переписи, ну, по статистике 2020 года Долган осталось где-то только 5000 человек. Вот мой дядя родной Николай Матвеевич Артемьев, он заведовал кафедрой, доктор наук в Санкт-Петербурге, в институте Герцена, всю жизнь учил Долган. Долганы живут у нас в Якутии, на Барском Улусе районе, в Красноярском крае. И вот костюм по канонам, вот хоть как будто из музея, да? Все этнографически, все по крою, по канонам, вот настоящий долганский костюм. Музыка и вот обувь даже, да? Танец очень зависит иногда, что ты одеваешь с каблука, это другой пластика будет, да? А долганы живут, где тундра, там очень все мягко. Снег, да? Потом и пластик оттуда идет. И вы выбрали очень правильный, настоящий, вот, да, обувь, да? И вот это тоже дает настроение общее. Вот долганочка такая вот красивая, да? Они люди природы. Ну, есть как бы так наивность, да? Вот как будто бы, но они очень глубокие люди на самом-то деле, да? И всегда оптимисты малой народности. Никогда не услышишь, что что-нибудь жизнь плохая, что-нибудь такое, так. Они всегда учугей, хорошо, хорошо. И вы своим танцем, да, вообще все участники, даете оптимизм людям, надежду. Сейчас не очень, можно сказать, да, легкое время, да, и вы мотивируете людей, которые вот все, даже я в Петербурге вот в гастроли ездил и включаю Якутия-24, да, и смотрю все эти, да, мне очень радует, да, вот после ваших выступлений и с мотивацией, да, хочется жить, творить, да. И вам большое спасибо за танец Долган, за танец малочисленных народов, населяющих Якутию. Если не мы, а кто? Вы большие молодцы. Ирина – настоящая долганочка. Ну а далее мы бы хотели послушать, что же скажет нам Аина. Ирина, Афанасий, ваша пара мне, честно, очень нравится. Вы являетесь примером, как мои коллеги жюри сказали, для не только нас всех, но, думаю, телезрителей и зрителей, и нашего будущего подрастающего поколения. Классный номер, шикарные костюмы. Мы с вами вот сегодня за кулисами разговаривали на эту тему, да, что благодаря вашему танцу на этом проекте вы сами начали изучать еще больше исторически про Долган. Да, у Афанасия, оказывается, родственники из Анабара как раз-таки. И даже уже вас просят станцевать на разных мероприятиях. Именно просят этот номер. Я в будущем вам желаю, чтобы вы сшили уже свой костюм такой же прекрасный по всем канонам. И радовали не только телезрителей, но уже и воочию наших зрителей. Номер вы подготовили, поменяли, добавили элементов, добавили игровой пластики вместе с вашими палочками, поэтому номер просмотрелся еще красочнее.
еще веселее. Ирина, на нашем проекте вы, скажу одно слово, расцвели. Вы прекрасно выглядите, растанцевались полностью. Наверное, большое спасибо нужно сказать Афанасию за работу, проделанную с вами. Ну и вам самой за то, что вы решились принять участие и на всю республику нашу необъятную и показываете такие шикарные результаты. Спасибо вам большое за классный номер, за постановку. Слова. Действительно, проводы зимы совсем скоро у нас будет, уже 29-30 марта, и нашу очаровательную пару уже позвали там выступать. Ну что ж, давайте еще раз дадим аплодисменты этой зажигательной паре, которые у нас уже стали звездами. Ну и, конечно же, направляем вас к нашему Максиму. Прошу. Ирина, Афанасий, пожалуйста, сюда. Отличный. Так, 8 марта. От нас, от проекта «Танцуй» и от телеканала «Якутия-24» вам тоже сертификаты, дипломы в Кирге. Да. Пока вы отдохните, отдышитесь, я повернусь к вашей группе поддержки. Сегодня они за вас очень болели. Я знаю, брат Афанасия практически пританцовывал вместе с Афанасием, я не мог это не отметить, и поддерживал вас. Хотелось бы узнать у Айталины Сидоровой, племянницы Афанасия, как вы думаете, это победный танец? Это танец того, кто сегодня выиграет на проекте «Танцуй»? Но уже сам факт того, что они участвуют в этом конкурсе наравне вместе с такими сильными, талантливыми и молодыми участниками, это уже и стоят сейчас в финале, это уже достойное восхищение. Да. Ну и я лично сама считаю, что официальная такая победа, она уже, наверное, не столь важна здесь, да, потому что каждая пара, она в чем-то сильна, у каждого свой путь, своя история, поэтому все участники являются и так уже победителями. Спасибо. Я видел в глазах брата Афанасия, пока Айталина говорила, что нет, Афанасий выиграет. Афанасий, как вам кажется, мастерство... Анатолий, я уже смотрю, они похожи, действительно, не дадут соврать. Я смотрю на одного, вижу, возможно, в Анатолии внутри тоже дремлет педагог и танцор. Я хотел спросить, как вам вот мастерство Афанасия и его влияние на Ирину? Вы же видели проекты? Да, я каждое воскресенье смотрим эту передачу. Мой брат на свой возраст, да, постоянно участвует в любых мероприятиях, танцы, песни, он постоянно очень активен, мы гордимся им. Да, мы знаем, да, что у него очень большой педагогический опыт. Так, и мы видим, да, из зрителей, что заметен прогресс у Ирины. Ага. И надеемся, что Афанасий дал ей большой бесценный опыт. Спасибо. Брат поддержал. Пожалуйста, аплодисменты. И послушаем Аулову Арину. Настолько Ирину поддерживает много людей, что пришла поддержать ее дочь, ее руководителя. Вот, я хотел, Арина, спросить, ты наблюдала за эфиром вообще, за проектом, да? Скажи мне, сегодня ты увидела танец, насколько ты вот вдохновилась и теперь хочешь тоже сама танцевать? Да, я правда вдохновилась. В дальнейшем будущем я бы сама хотела заниматься бы танцами. Вот. А какой жанр, вот из всего, что ты увидела у Афанасия и у Ирины, что тебе ближе было из всех танцев? Ну, скорее всего, бальные. Вот. Хотела бы заниматься? Да, хотела бы заниматься в ближайшем будущем. Спасибо. Спасибо. Поворачиваемся к Афанасию и к Ирине. Отличные костюмы. Я уже спрашивал у вас, когда вы были один раз, насколько они тяжелые, насколько это было вообще сложно. Сегодня будет вопрос другой. Даже вот мои коллеги подчеркнули, но даже до меня дошел слух, что вы уже этот танец для масс представили. Вы уже стали, можно сказать, звездами. Афанасий, что это было за мероприятие? И каково было выступать перед публикой уже в качестве таких приглашенных звезд? Это мероприятие было посвящено долганскому поэтессу, поэтессе, и нас пригласили танцевать именно вот этот долганский танец. Ну, почему бы не танцевать, да? И вот как раз перед выступлением перед эфиром народных танцев, да, и мы танцевали вот этот танец. Отлично.
Да, и там я знаю, что люди подумали, что Ирина настоящая долганочка. Расскажите об этом. Да, так и было. Афанасию Петровичу написали, говорит, эта девушка приехала с Красноярска, она настоящая долганка. Он говорит, нет, вы что, это наши местные. Насколько вы вжились в роль, что все подумали, что вы долганочка. Я уже думаю, может, родственников там поискать, может, действительно я где-то долганка. Не сегодня, завтра вам позвонят и будут на долганском, попытаются, значит, вас вытянуть и научить танцам. Передаю слово Оле и напоминаю, что за эту пару нужно голосовать, если вы их поддерживаете как фаворитов. Это пара под номером 2. Оля? Ну что ж, дорогие наши телезрители, ну а к нам спешит следующая пара под номером 3. Встречаем Айталина Яковлева и Альберт Никитин. Ваши аплодисменты. В этом году мне намного легче, потому что у меня дети уже выросли, не надо их каждый раз с собой на репетиции по ночам таскать, и не надо на 2 фронта репетировать. В прошлом году с женой участвовали, в позапрошлом году тоже с женой участвовали, и на каждую репетицию мы своих детей таскали. На каждую репетицию, на каждые эфиры. В этом году в этом плане намного легче. До тех пор, пока ты любовь, пока ты любовь, пока ты любовь. Я любовь, это буду теплицей нашего, так, чтобы она разрослась во мне дерево, чтобы кончики пальцев стали ею окрашены, чтобы ее во мне немерено. В работе с Айти я знаю то, что у нее хорошие данные, у нее есть подготовка. Я не расслабляюсь, а пытаюсь каждый раз выжимать из нее максимум. У нас были яркие номера, но ничего такого шедеврального, ну, по моему мнению, не было. Сейчас у Айталины в эмоциональном плане не все хорошо. В связи с этим я решил подготовить танец, который именно раскроет ее нынешнее состояние, чтобы она как можно больше раскрылась и вжилась в эту роль. В плане победы я до конца все равно никогда не уверен, потому что я уже участвую третий год. 2 года подряд я участвовал, каждый раз пытался делать хорошие номера, не получалось. И, конечно, надеюсь, Бог любит троицу. Вообще в связи с загруженностью своей работы, конечно, очень сложно готовиться. Идет 6-я неделя, это жесть, конечно. Плюс еще небольшие проблемы, они у всех есть. Было сложно, эмоционально, да. Вот меня это подкосило немножко, то, что переживание. Было еще, все это время нужно было репетировать, как-то еще эмоции свои, то есть не показывать, точнее, да, то, что где-то там больно, где-то плохо. А у меня тут ребро выскочило, я не знаю, это у меня после последнего номера заметили. Я заметила, просто почувствовала немножко дискомфорт, повернулась, себя потрогала за ребро, а оно у меня прям выскочило. Ушибов много, но в финал попали все, я считаю, что все достойные. Все пары молодцы. Я очень рада, очень счастлива, что последняя неделя. И очень счастлива, что мне попался Альберт. Что никто другой, а именно Альберт попался мне. Очень счастлива. И стараюсь его не подвести. Поэтому стиснув зубы, как говорится, через боль, через все,
я сюда шла за победой. А это Алина Яковлева и Альберт Никитин. Дайте еще аплодисментов.
Ну что ж, дорогие наши телезрители, ну а сейчас давайте же мы послушаем, что же скажут об этой классной паре наши члены жюри. Прошу вас, Дмитрий. Альберт Айталина. Спасибо за сюжетный танец. Очень понравился. Пара – это когда много танцуешь, да, они вот очень гармонично смотрятся. Не только смотрятся, гармоничная пара. Получаешь эстетическое наслаждение. Альберт очень хороший постановщик, ведь танец ставит, ой, как непросто. Постановщик – это оттуда, от Бога. Можно сочинить танец, ну, комбинации ставить, да, а ставить это немногим дает. А вот выдержать такого уровня балетмейстера, Айталина молодец, выдержала. История про любовь, вообще, ведь миром правит любовь. Все очень конкретно, когда гениально. В костюме, музыке. Есть очень технически сложные поддержки, но вы эмоционально выдержали, очень хорошо передали, всю вот историю пережили, да. Есть вот внутренняя драматургия номера, это очень важно. Иногда вот не смотришь на танец, на ноги и на руки, да, когда люди эмоционально наполнены, пережито, есть опыт жизни, может, да, вот. Спасибо за эмоции, за танец, за работу. Огромное. Ну а сейчас мы послушаем, что расскажет наш Семен. Альберт Айталина, спасибо за номер. Очень классный номер. И за душу берет. Альберт, он очень талантливый. Он вообще в очень многих проектах участвует. И на якутской версии танцую участвовал НВК Саха. И каждый раз я не знаю, откуда он черпает столько много идей. И они с женой очень хороший тандем, и у них есть своя школа танцев. И я вижу, как они развиваются, и каждым годом лучше и лучше. Айталина, оказывается, такая, ну, талантливый человек, талантливый во всем. Она вот показала, раскрыла вот драматургию вот этого вот номера. И мне очень показалось, что вы как будто вот два, ну, хореографа, настоящего хореографа вот, танцуют, и не к чему придираться, просто, наоборот, это все очень красиво, волнительно, и, ну, душераздирающе было. Молодцы, ребята, вы супер. Давайте послушаем, что скажет Аина. Как я всегда говорю, я очень люблю смотреть, как Альберт танцует, а с Айталиной, когда танцует, это вдвойне приятнее смотреть. Очень нравятся, Альберт, мне твои постановки. Вообще, как ты мыслишь, как ты ставишь свои танцы. Это не просто смотреть удовольствие, на как ты танцуешь, но и как ты ставишь на твои постановки смотреть тоже удовольствие. Очень было непривычно сегодня видеть тебя, нашего светлого, доброго Альберта, в таком непривычном образе совершенно какого-то жестокого абьюзера. Это очень насущная проблема на самом деле. Выбрали вы замечательно. Именно после 8 марта. Я считаю, что этот номер очень правильно поставлен. И скажу еще одно, что Альберт и Айталина – это единственная пара, которая полностью решила поставить новую постановку. Хотя мы давали им возможности повторить постановки, но они вот решили сделать совершенно новую постановку. Чему я очень рада. И на самом деле, вот я думала, что «Слепая любовь», наверное, будет со стороны от Альберта, да? Но и на репетиции я тоже спрашивала сегодня, «Слепая любовь» твоя или Айталины? Все-таки, когда вы полностью в костюмах, когда вы полностью с этой красной нитью, все становится очень понятно нам, зрителям, и, думаю, телезрителям тоже. Потому что ну, тема любви, тема отношений всегда актуальна. И вот хочу сказать всем девушкам, женщинам, никогда не страдайте от абьюза. Если надо, уходите. Сильно не растворяйтесь в мужчинах, потому что ваша жизнь, наша слепая любовь именно мужчине иногда делает из мужчины вот такого вот
ну, вы все равно не можете без нас, без женщин. Поэтому давайте будем честными и будем любить друг друга, и ценить друг друга, и поддерживать друг друга. Вот это вот такой же красной нитью, как у вас. Спасибо вам большое за постановку. Постановка гениальная, она на все времена. И очень, очень гармонично вы смотрите. Я думаю, многие зрители, телезрители и вообще почти вся республика считает вас одним из фаворитов. И будет очень сложно для нас, для жюри, сегодня сделать выбор. Спасибо. Давайте проводим аплодисментами нашу очаровательную пару. К Максиму. Пожалуйста, сюда. Айталина, позволь поцеловать твою руку. У тебя цветочек. Альберт молодец. Вообще классный танец. Ребята, конечно же, вот вас семья поддерживает. Семья вас поддерживает. Да. Это сын пришел поддержать маму. Также от проекта «Танцуй», от телеканала «Якутия-24», пожалуйста, вам такие вот дипломы и, конечно, сертификат от Кирга. Можно будет купить какие-нибудь украшения себе, пока вы отдышитесь, отдохните. Вас сегодня пришла поддержать семья. Я вижу, что тут большая группа поддержки. У меня здесь целая чета Никитиных, да, это, я так понимаю, и жена, и дети. Также от Айталины сестры ее, да, и ее сын. Хотелось бы поговорить сначала, значит, с Настей, которую я уже несколько раз видел. Я видел, как она переживала за Альберта. Скажи, он опять ночью тренировался или этот танец уже ты впервые видишь здесь? Он и тренировались они, и по идее эта неделя была очень сложной. И эмоционально, и физически, так как 8 марта, да, мы все знаем, что это как второй Новый год. Поэтому у Альберта с утра до вечера постоянно были выступления, и репетиции им давались сложно, очень сложно. Они там где-то выкраивали, даже с 12 до часу ночи они выкраивали время, чтобы прорепетировать, поставить танец. И вообще Альберт большой молодец. С утра до вечера и выступления, и репетиции, и каждый, получается, каждый этап, все костюмы он сам шил, все пояса, музыку сам все резал, все слушал, все соединял. Он проделывает очень большую работу, уже 3-й год, да, участвует, но он по знаку зодиака Овен, поэтому он такой упертый пришел. Целеустремленный. Да, целеустремленный, спортивный дух. И за это я им горжусь очень. Отлично, аплодисменты. Хочется узнать также, что думает Аделия по поводу того, как участвовал ее отец. Волнуешься за папу? Переживала за него? Как тебе сегодняшний танец понравился, скажи? Да. Как думаешь, он сегодня победит? Да. Да? Лаконично. Может быть, сын скажет подольше ему. Ага, подержи. Эдриан, да, Эдриан. С таким именем тебе явно надо сниматься в кино и участвовать в проекте «Танцуй» еще. Скажи, ты волновался за папу? Волновался за папу? Да. Да? А сам хочешь пойти по его стопам? Хочешь танцевать? Танцевать. Может, ты уже танцуешь, может быть? Нет. Еще нет? Ну, волнуется. Я думаю, что все равно от Альберта они унаследуют любовь к танцу. Хочется также услышать мнение тех, кто пришел поддержать Айталину, это ее сестры. Скажите, пожалуйста, да, у меня здесь сестры Анастасия и Мария. Насколько вот вы видели, что она менялась из-за проекта «Танцуй», насколько вам кажется, это вообще повлияло на нее? Добрый вечер. Мы сегодня поддерживаем нашу сестру Айталину и поздравляем то, что сегодня уже финал. Мы, конечно же, с первого эфира смотрим, все болеем, отправляем бесчисленные смски, да, чтобы поддержать нашу сестренку Айталину. Она у нас умница, красавица, спортсменка, активистка, в общем, всесторонне развитая личность, такая красавица. И сегодня в танце мы посмотрели целый спектакль, эмоции, просто... Ну вот история между женщиной и мужчиной, да, история любви. И вся жизнь как будто бы вот сегодня телом показали. И в этом танце мы увидели не только классические моменты, еще это джаз-модерн, мы там увидели, да, это и вальс там был, и пантомима даже была. Прямо вообще так восхитительно станцевали, передали четко все образ, все прочиталось в этом танце. Поздравляем. Я думаю, что сегодня Айталина и Альберт, конечно же, фавориты.
Спасибо, Анастасия. От Добрый Марии. вечер. Хочется также узнать. Ой, знаете, на самом деле сегодня очень волнительный такой день, да. Пара Альберта и Айталина изначально вот с первых своих выступлений, они на самом деле показывают себя как такая достаточно очень яркая пара, динамичная. Каждое их выступление — это прям история, правда, да, они рассказывают ее на своем языке тела. Поэтому, конечно, мы желаем только победы. А вот с Айтой, честно, несмотря на то, что это наша сестра, но я вот благодаря проекту познакомилась как будто с ней заново. Поэтому желаем вам только победы. Спасибо, спасибо. У нас здесь есть Кирилл, сын Айталины. Я знаю, что недавно он ездил в Китай. Скажи мне, ты продолжал наблюдать за мамой все равно? Да, я смотрел каждый ее эфир. А как? Ну, если там нет якутского телевидения, ты использовал, может быть, приложение НВК или сайт НВК, который для всех открыт? Ссылку на прямой эфир я смотрел. Поближе. Смотрел ссылку, скидывали и смотрел через нее. Волновался? Да, очень сильно. А сам как думаешь, хотел бы танцами заниматься? Ну, думаю, да, когда-нибудь в будущем. Я вот очень горд за свою маму, за ее партнера и считаю то, что они очень хорошо выступили и достойны победы. Думаешь, победят? Да. Все, спасибо. Аплодисменты. Вот, немножко отдохнули, я вижу, подошли к отцу. Альберт, вопрос к тебе. Действительно, я только сегодня узнал, что ты мастер, везде талантлив. Ты, оказывается, еще и поешь. Расскажи, пожалуйста, на проекте «Музыкальный вечер», я, по-моему, если я не ошибаюсь, ты пел песню «Такие девушки, как звезды». Да, было дело. Это было в прошлом году. Я очень люблю петь. Еще с 4 класса, когда я был маленьким, я очень сильно любил сочинять стихи. У меня была целая стопка тетрадок со стихами. Я сам сочинял, сам писал песни. В 2009 году я даже записывал песни. Несколько из них на Виктория радио звучали. Это было давным-давно. А когда у тебя встал выбор между такими двумя разными путями, между танцами и поэзией и музыкой, не сложно было выбрать танцы? Нет, не сложно, потому что я сам тоже как бы с детства занимаюсь спортом. Занимался спортом, мне всегда нужно поддерживать физическую форму. Если я дома просто так лежу, я себе места не могу найти. Вот, танцы — это отличное сочетание музыки и спорта. Согласен с тобой. Сказать. Отлично, отлично. Аплодисменты. А также хочется обратиться к Айталине. Она, как вот в этом советском меме, красавица, спортсменка, очень творческий человек, тоже талантлива во всем. Хочется у нее спросить, вот после проекта «Танцуй», не думает ли она уже пойти куда-то как медийное лицо? Может быть, петь, может быть, свое, может быть, какой-то проект большой, может быть, и танцевать, и петь одновременно, жонглировать тиграми, еще что-нибудь такое? Здравствуйте еще раз. Я, возможно, пойду в ансамбль. Ну, попробую. Вот, меня уже пригласили. Как проект «Танцуй» изменил вот твою жизнь? Может быть, люди узнают, говорят: «Айталина, это вы!» Ну, да, есть такое. Ну и до этого было такое. Я сама по себе просто очень такой медийный человек. Да, У меня очень много клиентов, меня узнают. Да, но сейчас стало еще больше, конечно, узнавать. Даже фотографируются. Вот этот танец стал, я бы сказал, вишенкой на торте всего вашего представления, да, этих проектов. Кто придумал этот танец и как он был придуман? Альберт, конечно же, Альберт. Все задумки, это все его творчество. Я только исполняю. Сложно ли было его поставить? Было сложно, да, очень, потому что мы репетировали по ночам, опять-таки, да, было очень мало времени для репетиций, вот, ну и буквально до сегодняшнего дня танца, опять-таки, скажу, не было, вот сегодня появился танец, родился. Такой шедевр. Аплодисменты этой паре. Многие ее поддерживают. Я вижу, что в зале, действительно, покажите, в зале очень много плакатов, поднимите их, которые их поддерживают, да. Я думаю, что вы все помните, нужно голосовать во время СМС-голосования за ту пару, которая вам ближе. У этой пары номер 3. Оля, тебе слово. Ближе и ближе. И совсем скоро мы узнаем, какая пара у нас станет победителем 3-го сезона телепроекта «Танцуй» на Якутия 24.
Ну а на очереди у нас следующая 4-я пара. Это у нас Дмитрий Шаталов и Люана и их горячий испанский танец «Коррида». Встречаем! За время всего проекта пришлось очень тяжело, как по семейным обстоятельствам, так и по рабочим обстоятельствам, да, то есть у меня маленький ребенок, он весь проект этот болел, то есть у меня не было ни единой минуты отдыха, репетиции, работа, дома болеющий ребенок. Это очень тяжело и очень из-за этого выматывающе. Я прям вся иссохла и ощущаю себя постаревшей на 10 лет сразу за, ну, сказать, может, короткий промежуток времени, да. Мы очень рады, что все приближается к финалу. Мы уже в финале, мы даже и не рассчитывали добираться до финала, но мы здесь, и мы очень рады и хотим оказаться, да? Да. Мы хотим Как я сказал в первом интервью, да, увидимся в финале, вот мы в финале. Из полного дерева она сделала гибкое дерево, как она меня называет. Так что желаю нам удачи. Встретимся в финале. Так что ждите, будем стараться. Эмоционально, конечно, было тяжело, физически тоже где-то было тяжело, трудно. Где-то нужно было меня поломать мои мышцы, чтобы они прогнулись чуть-чуть. Но мы справились, идем дальше, только вперед, с новыми силами, с новыми целями. В финальном этапе мы решили повторить наш номер. Мы выбрали народный. Почему мы выбрали народный, да? В бальном, я думаю, все видели, да? Что это, ну, это очень красиво, конечно, но я не считаю, что мы прям супер-пупер идеально справились. Первый у нас был такой простенький, он был показательный, то есть Дмитрий только пришел, только чему-то научился, да, но там был просто показ нас в том, какие мы есть. Следующий был народный, и мы набрали там не так много баллов, да? Да, ведь? но сам танец нам очень понравился, и мы его почувствовали. Поэтому вот мы хотим повысить рейтинг, так сказать. То есть мы набрали недостаточно баллов, как хотели. Мы немного улучшили, мы поработали над осанкой, поработали над корпусом, да, и добавили рук. Поэтому я считаю, что мы должны показать хороший номер, и поистине вы должны его оценить. Я считаю, что Дмитрий за весь проект, да, получается, целый месяц мы непрерывно каждый день репетировали. Он очень много сам повторял, то в зале, да, на работе у себя, то дома он повторяет. Поэтому я думаю, что он достаточно вырос за месяц, тем более показатель для совсем неопытного человека в танцах. Это очень большой показатель. Поэтому я считаю, что очень справедливо, что мы оказались в финале. Согласен. По поводу того, что все прошли в финал, конечно, это было удивление для меня лично, потому что мы выкладывались, прям хотели быть в финале, а тут оказалось так, что оказались все в финале. Это было немножко неожиданно, но мы рады на самом деле, потому что все участники, мы все подружились, со всеми хорошо общаемся, поэтому как бы, ну, классно, что мы будем все вместе участвовать в финале. Ну, конечно, бороться будет тяжелее, но ничего, всем удачи!
Дмитрий Шаталов и Люана. Дайте еще аплодисментов. Ну а мы послушаем, что же скажут наши члены жюри. Начнем с вас, Семен. Прошу. Ну, скажу, я Люану знаю давно. Она, оказывается, вообще очень разносторонний человек. Люана очень хорошо поет, она занимается вокалом, она очень хороший специалист, ну, медик, еще хореограф, понимаете? Она везде преуспевает. Просто она такой человек. И я думаю, что Люана очень хорошо ты с Дмитрием поработала, поставила классный танец. Номер вообще для их темперамента очень даже подходит. Ага, они обе темпераментные люди. Ага, и очень подходит. Ну, смотреть очень классно, хорошо. Все супер, дорогие мои. Ага, желаю еще удачи. Спасибо большое. Давайте послушаем, что расскажет Дмитрий. Люана, Дмитрий, спасибо большое за танец. Я гастролировал в Испании, у меня есть в репертуаре танец тоже. Испанский номер. И ну, в конце марта и по октябрь в Испании проходит коррида. Да, обычно вот так. И ну, не во всех городах это разрешается. Ну, Дмитрий, он боксер, да. Он тоже выходит на арену, да. А теперь он выходит на сцену, вот, да. И что-то все же есть такое, да. Со спортом, искусством, когда, да, эмоции все равно есть, да, когда ты на арену выходишь, это же история боя быков же, да, ага. Выстукивания, ну, достаточно хорошие, да, очень гибкая Люана, вот, да, в конце, прямо очень гибкая, молодец, технически, да, и есть сложные поддержки, музыка прекрасная, костюм. Работал, вот по плащом работать очень сложно на самом-то деле. Это я по себе знаю, да. И получилось очень хороший номер, есть история. Я могу сказать gracias, молодцы. Благодарим Дмитрия за комментарии. Давайте послушаем Аину. Дмитрий, Люана, вы большие-большие молодцы. Особенно хочу похвалить Дмитрия. За эти 6 недель просто Дмитрий нереально вырос в хореографии, уровень танцевальных навыков стал просто на потрясающий уровень. На самом деле, Дмитрий, по вам сразу видно, что вы спортсмен, и поэтому вы вижу цель, не вижу препятствий, что очень похвально, и вы мотивируете, я думаю, очень многих наших зрителей, телезрителей, друзей, коллег, наверное, своих подопечных, что очень радует, что у нас появляются в нашем танцевальном комьюнити такие прекрасные молодые люди, как вы. Люаночка, ты умочка, просто умница, красавица. Я сегодня в шоке, что ты, оказывается, еще и поешь, еще и классно танцуешь, еще и классно ставишь. Это все благодаря тебе, Дмитрий, настолько расцвел на нашем проекте. Еще и замечательная мамочка 3 детей, сыновей. Вот, поэтому хвалю и очень рада и благодарна этому проекту, что нас познакомили. Я думаю, мы в дальнейшем еще не раз увидимся с тобой. Спасибо вам большое за ваш танец. Коррида была прекрасна. Благодарим наших членов жюри. Ну а теперь мы провожаем вас к нашему Максиму. Прошу. Дмитрий, Люана, идите сюда. Просто такая красота, такая красивая пара. Позвольте Люану поцеловать в ручку и ее поздравить с 8 марта, а также от нас, от проекта «Танцуй», от телеканала Якутия-24, вам наши дипломы и грамота от КИРГ. Можете что-нибудь красивенькое себе купить. Тем более я вижу, что такой костюм, Дмитрий, под него что-нибудь серебряное подойдет. Не сегодня, завтра пиратская серьга в ухе или еще что-нибудь. Я такие разные образы пробовал. Поэтому я уже не знаю, какие образы от тебя ожидать, если когда-нибудь мы увидим Дмитрия еще на другом проекте. Пока отдохните, отдышитесь. У нас здесь есть ваши друзья. Я сейчас даю слово Назару. Хочется узнать, Назар, друг Дмитрия, насколько Дмитрий изменился. Может быть, вы его потеряли в спортзале или наоборот, вы рады, что он так начал классно танцевать? Он
Безусловно, с самого начала вашего проекта, Дмитрий, я его знаю, поскольку как очень целеустремленного и всегда выполняющего все, что нужно делать, полностью отдался вашему проекту. В зале мы его видим, конечно, наблюдаем, но, естественно, время его тренировок сократилось. Тем не менее, я очень за него рад, потому что он открыл для себя какие-то новые возможности, новые границы. И танец — это тоже своего рода спорт. Ты чувствуешь баланс тела, ты отдаешься и физические нагрузки. Так что я за него рад и надеюсь, что они победят сегодня. Спасибо, Назар. Пожалуйста, передайте микрофон. Послушаем, что скажет Лукина Сардана, директор студии танцев YDC, где Люана работает. Да, спасибо большое, добрый вечер. Пользуясь случаем, конечно же, я хочу поблагодарить ребят, да, за то, что от имени нашей студии, боже мой, это просто невероятный уровень. Я сейчас стояла в микзоне и смотрела на танец. Техника невероятная. Я думала, возьмите харизмой. Оказывается, можно брать вообще техникой полноценной, да? Потому что насколько в рамках проекта Дмитрий прокачался, мне кажется, это победа. Когда берешь участника от точки А до конечной точки Б, если даже посмотреть первый эфир и то, что как он сегодня исполняет, эмоция, вот это его техника, чувство, да, именно Люана, как он начал свою партнершу чувствовать, как они уже посмотрели друг другу в глаза. То есть это развитие, это путь, да, огромный. Дальше, если взять весь проект, как Дмитрий классно проявился в сюжетном этапе. Несмотря на такую брутальную свою внешность, энергию свою брутальную, он прекрасно раскрылся в комедийном образе, он прекрасно раскрылся в современном этапе. И каждый раз разные. То есть не было такого, чтобы вот они были монотонно одинаковы, да? Везде разные. И то, что это было очень экстремально, каждый раз используют какие-то поддержки. При этом ребята оба, абсолютно, Люана тоже, да, она врач. То есть она не профессиональный педагог, танцор, который живет этим, например, как я. Люана врач, мама 3 детей, и танцы — это ее хобби, как часть жизни. И взять и поставить ее, ты педагог, постановщик, хореограф, идешь в проект «Танцуй», это было с нашей стороны, мы как-то ее просто вытолкали. На самом деле она врач, мама, любит заниматься 2 раза в неделю танцами. А тут Люана проявилась как хореограф, как постановщик. Причем сама, да, то есть не было такого, чтобы мы собирались 10 человек и делали мозговой штурм. Нет, это был абсолютно их дуэтный путь. Мы иногда подглядывали в зал и убегали, чтобы не мешать. Поэтому я хочу вас поблагодарить за то, что вы прошли вместе этот путь, лишний раз никого не дергали, и постоянно вы репетировали, и при этом не только вот Дмитрий как участник, да, и Люана как хореограф проявилась в моих глазах просто невероятно. Каждая постановка теперь Люана будет ставить танцы у нас. Спасибо. Спасибо большое. Да, действительно, аплодисменты. Я вижу, что у вас еще есть букет. Вы так с таким волнением говорили эти слова, что вот же еще букет. Отлично. Я думаю, что сейчас я узнаю у пары, каково это, как они здесь находятся, как волнуется. Поговорю сначала с Дмитрием. Дима, я видел тебя в разных образах, да, и я вижу, что тебя поддерживают твои друзья. Всегда, когда приходят твои друзья, кого ты приглашаешь, от них такая аура идет, как будто они уже там много лет профессионально защищают президента от пуль. Вот они всегда так выглядят. Скажи, что тебе дал проект «Танцуй», насколько он тебя преобразил и насколько на тебя повлиял? Всем здравствуйте. Проект «Танцуй» дал мне безумные эмоции. Я очень сильно прокачался, как человек даже прокачался, думаю. Огромное спасибо, опять же, Люане. То есть она реально из меня что-то сделала. Я даже не ожидал, что я на такое способен. Очень рад, что я оказался на этом проекте, да. Когда мне предложили участие, я сказал, что я подумаю, да. Если вернуть время назад и мне бы предложили поучаствовать, я бы даже не думал, сразу бы согласился. Да, и вот. Очень классно. Спасибо, Дима. Лаконично и по-мужски. Хочется спросить у Люаны в этом тоже классном образе, насколько... Ну, ты врач, действительно, да. Я думаю, что очень многие мужчины, глядя, как ты танцуешь, запишутся к врачу в надежде, что там будешь ты.
чтобы у них не было, даже горло заболит, еще что-нибудь, они такие, а вдруг Люана там будет нас ожидать. Я тоже удивился, что ты всего там 2 раза в неделю тренируешься, и как хореограф ты очень классно себя поставила. Скажи, сложно ли было превратить качка, практически Джейсона Стэтхэма, в такого человека, который в конце все отметили, так уже красиво танцует? На самом деле, я думала, что будет сложно, потому что все равно помним первый показательный номер. Было сложно, но он взял... Ну что, Дима, классный был номер, да? Было тяжело, но при этом он сам облегчает мне задачу тем, что он повторяет непрерывно. Он повторяет до тех пор, пока у него не получится. Это очень хорошо. И за его старания огромное спасибо, потому что он реально облегчает мне задачу этим. Также костюмы наши вот выбирались. Для испанского обязательно нужны туфли мужские. Это на минуточку 40-й размер, когда его собственный 42-й. То есть Дима практически здесь терпит, можно сказать. Да, но больше обуви у нас нету. Вот. Весь его костюм, это очень шикарный костюм. Свой я тоже дополнила костюм. Вы же видели, да, какие у нас были костюмы и как мы все улучшили. Да. Мы старались для вас, старались для жюри. Также в номере тоже были изменения. Видели наши руки, осанку, надеюсь. Я очень рада за Диму. Да, аплодисменты этой паре. Я думаю, что я могу присоединиться и сказать, что вы полностью улучшились. И вот хороший пример, как пара пришла и начала расти на проекте. Люана, как профессиональный хореограф, смогла понять, как обучить спортсмена. И из первого номера превратить его вот в эту корриду. Мы все видели, кто здесь был, и жюри, и я. Действительно, как Дима начал танцевать. Поэтому вот отличный пример, как на проекте «Танцуй» можно развиваться. Еще раз аплодисменты, и я передаю слово Оле. Спасибо, Максим. Ну что, дорогие наши телезрители, ну а теперь мы рады дать старт СМС-голосованию. И оно начинается прямо сейчас. Дорогие телезрители, начинаем голосовать за свою любимую пару. Еще раз напоминаю, на короткий номер 5533, кодовое слово «Танцуй», пробел и номер вашей любимой пары.
Ослепительная Айса. Еще раз аплодисменты ей. Ну а мы напоминаем, что голосование у нас прямо сейчас. В сообщении вам необходимо указать кодовое слово «Танцуй», пробел, номер вашей любимой пары на короткий номер 5533. Пара номер 1. Рональд Томока и Розалия Волкова. Пара номер 2. Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Пара номер 3. Айталина Яковлева и Альберт Никитин. Пара номер 4. Дмитрий Шаталов и Люана. Можно уже? Алло, танцуй, бузовая, под эту новую музыку. Музыка ворвется, улыбнись незнакомцу, выглянет солнце, и что-то это начнется. В юбке и в джинсах на каблуках спросят, как ты одет, никто здесь не спросит. Открой свою душу, выйди наружу, танцами в жизни никто и не нужен. Танцуй, открой все тайны свои, танцуй, за собой веди, танцуй, и назад не смотри, танцуй. Дай мне руку свою, и пойдем на танцпол, до рассвета танцуй, Дензелайн Делон. Дай мне руку свою, и пойдем на танцпол, до рассвета танцуй, Дензелайн Делон. Открой все тайны свои, танцуй, за собой веди, танцуй, и назад не смотри, Перед вами выступила Сабрина Шанти. С гимном «Танцуй». «Танцуй». Мы напоминаем, что продолжается СМС-голосование. Осталось совсем немного времени. Успевайте проголосовать за своего фаворита. Давайте посмотрим на наши пары. Пара номер 1. Рональд Томока и Розалия Волкова. Пара номер 2. Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Пара номер 3. Айталина Яковлева и Альберт Никитин.
номер 4 Дмитрий Шаталов и Люана. Друзья, настает волнительный момент нашего шоу. Остаются считанные моменты до того, как можно проголосовать за понравившуюся пару, за своего фаворита и отдать ему свой голос. Также мы выберем сегодня обладателя приза зрительских симпатий. Давайте посчитаем вместе до конца голосования. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп голосование! Наши телезрители, перед тем, как мы увидим таблицу с результатами голосования, мы приглашаем председателя жюри Аину Герасимову для напутственного слова. Аина, чудесная, пожалуйста. Я хочу поблагодарить телеканал Якутия-24 и всю команду телевизионного конкурса «Танцуй» за возможность именно танцевальному комьюнити, танцевальному обществу показать себя на всю нашу необъятную республику. Спасибо большое каналу. Я очень волнуюсь, потому что мы все с участниками стали как единый целый организм, я бы сказала, как семья. Я каждого полюбила, каждого узнала и с каждым была очень рада познакомиться. Хочу сказать огромное спасибо еще раз телеканалу за возможность нашим замечательным хореографам, как Розалия Волкова, как Афанасий Калачев, как Альберт Никитин и как Люана показать свои прекрасные танцы на этом замечательном павильоне. На 6 недель прошли очень незаметно. Наши главные участники все расцвели, все выросли в профессиональном уровне. Все показали себя на 100%, но победит обязательно только одна пара. Но для хореографов самое главное – это любовь телезрителей, любовь зрителей. И давайте же узнаем, кто стал парой, которая… Не торопись, а давайте мы позовем наших участников. Первая пара – Рональд Амока и Розалия Волкова. Ваши аплодисменты, дорогие наши друзья. Встречаем вторую пару Ирина Рассейкина и Афанасий Калачев. Поаплодируем. Третья пара Айталина Яковлева и Альберт Никитин. И встречаем четвертую пару Дмитрий Шаталов и Люана. А теперь результаты СМС-голосования. Этот волнительный момент объявит заместитель директора телеканала Якутия-24 Дмитрий Яргунов. Встречаем. Дмитрий, вам слово. Добрый вечер, дорогие участники. Добрый вечер, уважаемая команда нашего телевизионного конкурса. Добрый вечер, уважаемые телезрители, болельщики наших участников. Приветствую вас в день завершения нашего замечательного телевизионного конкурса, который длится вот уже 3-й год. Спасибо. Ура! Спасибо всем огромное за тот огромный труд, за то огромное терпение, в первую очередь от хореографов, наверное, потому что не танцующих людей ставить – это огромный труд и куча нервов. Я как человек немножко в теме, да, знаю. Поэтому в первую очередь я, конечно, хотел бы поблагодарить наших хореографов-участников, но не меньших теплых слов я хотел бы в адрес наших участников, которые любители, которые, скажем так, со стороны, да, пришли. Они вложили, ну, неимоверные, титанические просто усилия и, безусловно, заслуживают самых горячих оваций. Что ж, не будем томить, Дмитрий, сообщите результаты. Внимание на экран. Результат. Волнительный момент. И... Да, я с огромной радостью объявляю победителем приза зрительских симпатий, обладателем пару Люана и Дмитрий Шаталов.
По танцевальному, наверное, следовало бы назвать сначала Дмитрий Шаталов и Лиана, да, но после дня 8 марта все-таки, наверное, эта оговорочка, она не случайна. Поэтому, дорогие участники, дорогая пара, с огромной радостью я вручаю вам, прежде всего, Лиана. Спасибо большое. Прекрасно были. Дмитрий, как главному в паре, сертификат на 100 тысяч обладателей приза зрительских симпатий. Ну а сейчас, дорогие наши телезрители, я бы хотела передать слово Аине Герасимовой для объявления уже имен победителей с учетом баллов жюри. Волнительно. Аина? Очень-очень волнительно, конечно. Я думаю, что каждая пара в 3-м сезоне достойна победить, была достойный победитель уже. Я очень волнуюсь, но сегодня по единогласному мнению жюри парой победителей становится... Интрига. Тоже кто же? Тоже кто же? Пара становится Айталина и Альберт. Давайте еще раз поаплодируем нашим победителям. Поздравляем. Молодец. Сразу слово победителям, пожалуйста. Нет, давайте я вручу. Конечно, Альберт, в первую очередь, Альберт. 3-я попытка, наверное, все-таки была удачной. Да, Альберт. Айталина. И Альберт. Волнительный момент. Хочется узнать, что скажут наши победители. Вижу, волнуются. Даже не знаю. Не верится. Вообще не верится. Это победа длиною в 3 года. Я очень благодарен Айталине, что она была со мной до конца, верила. Последняя неделя была очень сложной. Это знают только мы и моя жена. И тоже отдельное спасибо всем, кто меня поддерживал, моему коллективу, Кюн, всем друзьям. Жена, покажите, вот жена волнуется, поддерживает. Большое спасибо. И девушкам, которые Кате и Насте, вот прошлогодние, позапрошлогодние сезоны, которые участвовали со мной в паре, им тоже отдельная благодарность. Они мне принесли, можно сказать, отдельный опыт, чтобы я в этом году мог осуществить свою мечту. Спасибо, Альберт. Спасибо. Хочется узнать, что же скажет Айталина. Вижу, очень волнуется. Да, мы действительно очень старались, я старалась выжить из себя, что могу. Большое спасибо, Альберт, тебе за то, что верил в меня тоже. Также хочу выразить огромную благодарность всем судьям. Я очень счастлива, волнуюсь, даже до слез. Аплодисменты! Аплодисменты этой прекрасной паре. Действительно, Альберт заслуженно выиграл вместе с Айталиной. Сегодня это победители 3-го сезона проекта «Танцуй». Кубок. Кубки. Ребята, ваши заслуженные кубки. Прощаемся с вами, дорогие телезрители. До новых встреч на телеканале Якутия 24. Спасибо, что были с нами все это время. Ну что, танцуют все вместе с нами. Танцуйте, любите жизнь. Ребята молодцы. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!